Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. 14 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в Кохи-Вахдат столице принял участие и выступил на международном инвестиционном форуме «Душанбе Инвест-2025». Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поприветствовал участников форума с прибытием в Таджикистан. 14 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Кохи-Вахдат столице принял участие и выступил на международном инвестиционном форуме Душанбе Инвест-2025. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поприветствовал участников форума с прибытием в Таджикистан. Было подчеркнуто, что основными целями форума является презентация огромных ресурсов и возможностей Таджикистана для инвестиций, готовность страны к сотрудничеству, новым технологиям и идеям, а также решение правительства страны для продолжения реформ и преобразования, создающих благоприятные условия для устойчивого развития и формирования долгосрочных партнерских отношений. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Душанбинский форум посвящен зеленым инвестициям, которые обеспечивают устойчивое экономическое развитие с учетом социальной справедливости и рационального использования природных ресурсов. Было сказано, что именно поэтому форум проходит под названием «Зеленые инвестиции. Возможности сегодняшнего для устойчивого будущего». Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил, что форум создаст важную основу для разработки практических решений, укрепления взаимного доверия, раскрытия инвестиционного потенциала региона на основе принципов устойчивости и взаимной выгоды. В частности, было отмечено, что стратегическое расположение Таджикистана в центре Евразии дает нам возможность выступить связующим звеном между регионами и континентами, открывать новые транспортные, энергетические и логистические коридоры, что будет способствовать объединению рынков и разных народов. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что современный Таджикистан является страной со стремительно развивающейся экономикой, способствующей развитию международных отношений и созданию благоприятной атмосферы для инвестирования. Было отмечено, что в последние годы в нашей стране реализуются комплексные реформы, направленные на укрепление макроэкономического развития, развитие частного сектора, поддержку предпринимательства, цифровизацию и внедрению инновационных решений. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал конкурентоспособными преимуществами нашей страны огромный гидроэнергетический потенциал Таджикистана, богатые запасы металлов и важные стратегические богатства, а также молодой и сильный человеческий капитал. Состоялся обмен мнениями по вопросу необходимости внимания развитию зеленой экономики и принятия стратегии развития зеленой экономики в Республике Таджикистан на период до 2037 года. С учетом энергетических возможностей и ресурсов заинтересованным компаниям были предложены перспективные проекты в этой сфере для инвестирования. Также были поддержаны инвесторы, которые осуществляют деятельность в направлении производства современных технологий, батарей и использования возобновляемых источников энергии за внесение вклада в осуществление крупномасштабных проектов в этих сферах. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, представил участникам форума и другие инвестиционные возможности страны, включая легкую пищевую промышленность, химическую и фармацевтическую отрасли, сферу производства строительных материалов, агропромышленный комплекс и сферу туризма. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил, правительство Таджикистана регулярно принимает меры по созданию благоприятной предпринимательской атмосферы. Сегодня мы выделили инвесторам более 240 гарантий и различных льгот, более 110 из которых налоговые и таможенные. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, также назвал 5 свободных экономических зон Таджикистана благоприятными для торговой деятельности предпринимателей и инвесторов. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что нашей стратегической целью является превращение Таджикистана в надежную страну для долгосрочного инвестирования, что направлено на устойчивое развитие сотрудничества и партнерства в мировой экономике. 14 октября в Таджикистане отмечается День предпринимателей. По этому случаю глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, сердечно поздравил всех предпринимателей страны, пожелав им крепкого здоровья, успехов и новых достижений в их деятельности. В заключении своего выступления глава государства выразил уверенность в том, что форум заложит основу для начала новых
полезных инициатив, укрепит сотрудничество и принесет ощутимые результаты интересам народов стран и развитию мира. Четырнадцатого октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках Международного инвестиционного форума «Душанбе Инвест-2025» принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций Татьяну Молчан. В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что сотрудничество с комиссией является важной составляющей внешней политики Таджикистана. Президент страны добавил, что это сотрудничество охватывает важные вопросы социально-экономического развития, охраны окружающей среды, улучшения инфраструктуры, а также реализации целей Душанбинского водного процесса и Душанбинского процесса по сохранению ледников. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил значительный вклад и содействие комиссии реализации инициатив Таджикистана в области устойчивого использования водных ресурсов, упрощения торговых процедур и развития зеленой экономики. Было подчеркнуто, что Республика Таджикистан готова продолжить сотрудничество с Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций по реализации совместных проектов в сфере транспорта, логистики, сертификации, цифровизации статистики и укрепления региональной экономики. Также была отмечена важная роль социальной программы Организации Объединенных Наций для экономики Центральной Азии в укреплении региональной интеграции и расширении межгосударственной торговли. Важными темами обсуждения стали вопросы, связанные с тематикой изменения климата. В заключение вновь была подтверждена заинтересованность Таджикистана в дальнейшем расширении всестороннего сотрудничества с Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций. 14 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках Международного инвестиционного форума «Душанбе Инвест-2025» принял министра экономики и имущества Исламской Республики Иран Саид Али Маданизода. В ходе встречи было выражено удовлетворение процессом развития двусторонних отношений между странами и подчеркнуто, что благодаря совместным усилиям сторон этот процесс будет эффективно продолжаться и в дальнейшем. Результаты официальных визитов высшего руководства Таджикистана и Ирана, переговоры, достигнутые на высшем уровне договоренности, а также подписанные новые документы были расценены важным для дальнейшего развития отношений. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнув заинтересованность таджикской стороны в большом расширении двустороннего торгово-экономического сотрудничества, отметил растущий товарооборот между двумя странами. Было подчеркнуто, что в 2024 году товарооборот между двумя странами достиг почти 380 миллионов американских долларов. Выражена уверенность, что в ближайшем будущем этот показатель достигнет 500 миллионов долларов и больше. В этой связи признано необходимым усилить работу двусторонних механизмов развития сотрудничества. Было выражено уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, имеющими общий язык и культуру, и в том, что оно будет и дальше расширяться. 14 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках Международного инвестиционного форума «Душанбе Инвест-2025» принял министра инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халида Аль-Фалиха. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества между двумя странами. Было выражено удовлетворение деятельностью Саудовского фонда развития в Таджикистане. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также в реализации совместных проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства. Особое внимание было уделено активизации деятельности механизмов двустороннего сотрудничества. Привлечение саудовских инвестиций признано целесообразным для реализации проектов в легкой и текстильной промышленности, фармацевтике, производстве строительных материалов, переработке полезных ископаемых и энергетики. Открытие авиарейсов Душанбе-Джидда Душанбе было названо ярким примером успешного сотрудничества. Состоялся также обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 14 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках Международного инвестиционного форума «Душанбе Инвест-2025» принял государственного министра по вопросам внешней торговли Министерства торговли и коммерции государства Катар Ахмада бин Мухаммада Аль-Саида.
Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение развитием отношений и сотрудничества между Таджикистаном и Катаром. Было уделено особое внимание реализации 42 документов о сотрудничестве, охватывающих торговую и экономическую сферу, вопросы поощрения и взаимной защиты инвестиций, авиасообщения, культуры, здравоохранения, туризма и других направлений, представляющие взаимный интерес. Было выражено удовлетворение развитием практического сотрудничества между деловыми кругами обеих сторон. Признано целесообразным привлечение грантовых средств и льготных кредитов катарских финансовых институтов для реализации проектов регионального значения, в том числе в сфере энергетики. Важными темами обсуждения стали деятельность совместной межправительственной комиссии по развитию двустороннего сотрудничества и создание совместного экономического и инвестиционного фонда между двумя странами. Также было уделено внимание вопросу расширения сотрудничества в транспортной сфере, включая открытие авиамаршрутов. Была выражена готовность к внедрению и изучению опыта Катара в сфере исламского банковского дела. Также состоялся содержательный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. За последние несколько дней Душанбе превратился в город цветов. В рамках саммитов Содружества независимых государств и Центральная Азия, Россия, улицы и площади столицы украсились цветами, привлекая множество туристов и гостей города. В связи с этим по инициативе Управления туризма исполнительного органа государственной власти города Душанбе объявлен фотоконкурс «Душанбе. Город цветов и красоты». Об этом наш следующий репортаж. Проведение мероприятий высокого уровня в Душанбе – это не только символ доверия к Таджикистану, но и наглядный признак развития региональной дипломатии и организационного потенциала страны. Оно показало, что Таджикистан способен выступать площадкой для согласования интересов государств в условиях многополярного мира и политической конкуренции. Управление по развитию туризма исполнительного органа государственной власти города Душанбе объявило о проведении фотоконкурса «Душанбе. Город цветов и красоты» на официальных страницах Душанбе Travel в социальных сетях Facebook и Instagram. Цель конкурса – продвижение и популяризация туристического потенциала и возможностей столицы, демонстрация красоты ее улиц и площадей. В конкурсе могут принять участие жители и гости Душанбе, любители фотографии, а также профессиональные фотографы и фотографы-любители, активные пользователи социальных сетей Facebook и Instagram. Фотографии должны отражать красоту улиц, площадей, парков и бульваров столицы. Каждый участник должен разместить фотографии на своей личной странице в социальных сетях. Указав краткое описание, ссылку на страницу @dushanbe.travel и хэштег #dushanbe.travel. Срок подачи заявок на конкурс до 25 октября текущего года. Дорогие телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго!